Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Праздник с особым смыслом и символом. Праздник проявления главной сущности ислама. Это милосердие, это сострадание, это взаимопомощь. Мусульмане всего мира отмечают Ураза-Байрам. Вторичка под 6% годовых. Правительством Российской Федерации разработана новая программа, она будет действовать с 1 апреля. Это поддержка строительных комплексов в малых и средних городах Российской Федерации. Больше возможностей при покупке жилья по семейной ипотеке и меньше вариантов при реализации материнского капитала. Как это работает? Наши родители о таком даже не могли мечтать. Опережая время. Земля готова будет уже, сеять не будем сеять. Середина апреля может и начаться, если такая погода будет сеять. Аграрии республики на 3 недели раньше срока начали весенне-полевые работы. Расскажем об особенностях сезона и о планах фермеров. Ожидается увеличение именно площадей с масличными культурами, с техническими культурами, как говорится, потому что спрос на них высокий. Феноменальный хит. Зарубежные чарты покорила песня башкирского трио. Как национальная этника помогла сблизить народы Евразии и даже зазвучала по ту сторону Атлантики. Укладывать обычное слово башкирское в непривычную форму для нее, с непривычными ударениями, с непривычными акцентами, оно и создает вот этот, так скажем, современный, западноевропейский, американский стиль. Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-Байрам – праздник разговения после 30-дневного строгого поста. Богослужения прошли во всех мечетях республики. Глава региона поздравил верующих в столичном соборе Ляля-Тюльпан, откуда праздничный намаз транслировался на всю страну. Подробности в материале Динары Тымасхановой. Праздничный намаз традиционно начался в 9 утра. Прихожане расстелили коврики в мечети Ляля-Тюльпан еще задолго до богослужения. Верующих очень много, и кому-то пришлось разместиться на улице. Но на праздничное настроение это никак не повлияло. Скорее наоборот, коллективная молитва объединяет и имеет вдохновляющую силу. Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником. Этот праздник воспринимаю этот день как проявление главной сущности ислама. Это милосердие, это сострадание, это взаимопомощь. Именно поэтому, наверное, в эти дни мы постараемся помочь тем, кто в этом сильно нуждается. И призываю вас к этому. Я хочу пожелать всем вашим семьям мира и добра. Нашей великой державе и нашему родному Башкортостану мира и благоденствия. Байрам Малян. Молитвы сегодня посвящены и воинам, защищающим страну в зоне спецоперации. Все обращения с пожеланиями здоровья солдатам. Примечательно, что свой пост сейчас держат и представители православной конфессии. Очищение не только физическое, но и духовное остается главным посылом праздника в любой вере. Дорогие братья и сестры, дорогие соотечественники, Всевышний Создатель доверил нам такую прекрасную отчизну, подобной которой нет больше нигде. У нас огромная страна, которую Всевышний Господь миров наделил несметными богатствами и щедротами. И вековые традиции стойкости, справедливости и праведности мы, несомненно, должны передать нашим детям, внукам и последующим поколениям. Одна из неотъемлемых традиций Уразы – уплата фитр садыки. Благотворительность оказывается от каждого члена семьи до начала праздника разговения. Если по состоянию здоровья пришлось пропустить пост, выплачивается другой вид милостыни, и она приравнивается к тому, что человек держал уразу. Те, кто не могут держать пост, они возмещают в виде садака, то есть ежедневная норма, как вот сейчас продуктовая норма, то есть в рамках 200-300 рублей,
семьи, кормят нуждающихся. На второй день после Рамадана верующие могут приступить к восстановлению пропущенных дней уразы. Для тех же, кто честно держался весь месяц, есть возможность дополнительно держать пост еще 6 дней. И эти 6 дней будут приравнены к тому, что мусульманин ограничивал себя в еде целый год. Таким образом, эти небольшие ограничения вернутся верующему в 50-кратном размере вознаграждения. Прямая трансляция намаза из собора Ля-Ля-Тюльпан была организована на Первом канале для мусульман всей страны. Посмотреть ее можно было и на БСТ. У мечети не только жители республики, много представителей других стран. Объединяет каждого вера в силу Всевышнего. Каждый год мы стараемся держать уразу. Вот сегодня мы пришли с дочкой. Мы рады, что мы здесь. С праздником вас. Сегодня у нас пост, да, Ралинка, Софиночка? Да. Пост у нас ураза, месяц держали уразу. Вот пришли праздновать внучками, да? Единственное, я прошу или убежден, что терять пульс нельзя, только в религии. Надо верить в себя через Бога. Ежегодно праздник Ураза передвигается на 10 дней, так как связан с лунным календарем. Поститься мусульмане начали 1 марта. Целый месяц верующие строго ограничивали себя в еде и питье с рассвета до захода солнца. У меня есть прекрасная Аника, которая во всем меня посвятила, объяснила, что как. Сначала, конечно, было непросто, но постепенно все легче и легче. Уже начиная где-то с 7 лет нас уже приучали потихонечку вот к намазу, к посту. Сначала, например, по полдня детишкам, потом уже с возрастом, действительно, когда уже девочки становятся совершеннолетними, уже как обязательно. К слову, через 70 дней после разговения мусульмане отметят Курбан-Байрам. В этом году его начнут праздновать 6 июня. До этой даты у верующих принято совершить хадж – паломничество к святым местам в Мекке. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. Ураза Байрам отметили и в батальоне имени Салавата Юлаева в зоне СВО. Мероприятие прошло в мечети подразделения, возведенной силами самих бойцов при поддержке Республики Башкортостан. Праздник прошел в дружелюбной и теплой атмосфере. Коллективную молитву для военнослужащих провел Хазрат Ринат Айсен. Каждый из присутствующих бойцов передал большой привет родине и поздравил жителей республики со священным праздником. Приветствую всех жителей республики. Поздравляю всех с этим священным праздником. Мы многонациональная страна, поэтому все праздники отмечаем вместе. Всех благ вам. И чтобы поскорее уже эта война закончилась. Ну и все наши бойцы вернулись к своим семьям живыми и здоровыми. Всех поздравляю. В прошлом году у нас собрались, мысль пришла построить мечеть, согласовали Радик Фаридовичем, так как все равно его строить на этой материальной базе, ценности. Радик Фаридович без слов нашу идею поддержал. И вот мы в прошлом году Курбан-Байраму открыли, вот эта мечеть находится. Здесь мы собираемся, ребята. Она нас сплочает, наших ребят. Глава Башкортостана вместе с супругой навестил подопечных филиала геронтологического центра Иминлек в Чешминском районе. Они поздравили представителей старшего поколения с завершением поста в священный месяц Рамадан. Руководитель республики пообщался с постояльцами в неформальной обстановке. Душа у меня просила что-то хорошее сделать в этот день. Я мог домой поехать, дети ждут. А я супругу взял, я говорю, да, вот мы с тобой приедем и что-то хорошее сделаем. И я вообще считаю, что тот, кто добился успеха и там имеет возможности властные, имеет возможности денежные, он должен, мне кажется, в такой праздник в нашей мусульманской республике. Да и независимо это могут делать и православные. Мы же тоже на православных праздниках вместе все празднуем. Отмечу, что в филиале центра в Чешминском районе проживают более 20 человек. Подопечных обслуживают 15 сотрудников, которые следят за состоянием их здоровья. Многие пожилые люди, которые ранее были прикреплены в Уфе, выбирают проживание за пределами столицы. Поэтому руководство центра говорит о необходимости капитального ремонта. Есть все, но хочется, чтобы было чуть больше вот красоты, уюта. Нам бы хотелось, чтобы был такой полноценный современный ремонт. Но
нам, конечно, нужна реконструкция банно-прачечного. Там у нас есть и баня, и есть прачечная. И здесь воздух хороший, питание хорошее. 5:30 уже на улицу выхожу. Пробежка делаю туда-сюда. Где-то 1,5 часа каждый день так. Обязательно все праздники отмечаем. Живем дружно, работаем дружно. Коллектив очень хороший, дружный. Также во время рабочей поездки по Чишминскому району руководитель региона посетил школу в селе Шингаккуль и пообщался с учителями. В здании сделали капитальный ремонт. Ради Хабиров обсудил с представителями местной власти состояние центральной улицы и поручил чиновникам отремонтировать ее. Затем глава республики приехал в мавзолей Хусейнбека. Усыпальница основоположника мусульманства Башкортостана – объект культурного наследия. Ради Хабиров подчеркнул, что памятник необходимо привести в порядок. К слову, мавзолей будет частью Евразийского музея кочевых цивилизаций. Вторая волна паводка может начаться через 2 недели. Тогда возможен подъем крупных рек республики. Экстренные службы держат ситуацию на контроле, а также помогают устранять последствия в наиболее пострадавшем от половодья Архангельском районе. На этой неделе подсчитывали ущерб, нанесенный большой водой, и наградили волонтеров, которые в первые часы эвакуировали местных жителей. С подробностями Алия Альтубаева. Воду выкачали мотопомпой, полностью выкачали, но все равно вода прибывала. Как вот выкачали воду, уже начали тепловую пушку уже сушить. Большая вода уже ушла, но ее последствия ликвидируют до сих пор. Сейчас семья Низамовых продолжает приводить дом и двор в порядок. Прям как цунами. Все везде затопило, по грудь вода была, вот так. И в дом зашла вода, техника вся пострадала. Муж сначала бабушку, ей почти 90 лет будет, и сначала ее вытащил, потом меня. Зять привез тепловую пушку, генератор в машине сидит. Вот так справляемся своими силами. Как говорят старожилы, в последний раз сильное половодье настигло Азова больше 30 лет назад. Из-за резкого подъема воды под 2,5 метра потопило свыше 100 домов. Эвакуировали порядка 160 взрослых и детей. Здесь протекает река Инзер. Чуть поодаль образовался затор, из-за которого большая вода зашла во дворы жителей. Сейчас, по словам экспертов, подъем уровня реки в Азово не ожидается. Ситуация в целом стабилизировалась, а дороги уже очищены. Продолжается наблюдение и устранение последствий паводка. С первых часов местные жители бросились на помощь односельчанам. Объединились в тяжелой ситуации и волонтеры. Приезжали люди из других городов и районов. За мужество, доблесть и активную гражданскую позицию 11 мужчин наградили благодарственными письмами и медалями. Очень активно участие принимали при ликвидации ЧС. Крепкого здоровья, успеха во всем. Один из них, Абзал Сулейманов, сразу позвонил брату, который оперативно выехал из Уфы с техникой и вещами первой необходимости. Завели машину, выехали уже по пути, кто желающие, эти молодые ребята к нам прыгнули. И с нами ездили, помогали. Такого страха там не было. Отец у меня на тракторе ездил, этот друг Сираждинов Айдар. Он сам вообще ездил на тракторе, на своем. Это все делали, эмоций особо не было. Надо было, заявка приходила туда, директор наш Раля Шакировна, я туда подвозил, и они подвозили людей. Говорили, такой-такой-то адрес. На этом маленьком тракторе ездили, людей доставали. По той улице скотину доставали, людей-инвалидов. Свое плечо подставили и женщины. Работали на кухне, в пункте временного размещения, оказывали посильную медпомощь. Мы обслуживали эвакуированных людей в селе Узунларово. Их было 40 с лишним человек. Нам надо было создать контакт с ними, чтобы им быстрее восстановиться. И из-за этого мы как могли, так и помогали. Сейчас электроснабжение и проезд в деревню полностью восстановлены. Очищают источники воды и системы водоотведения. В целом жители деревни Азова благодарят за проводимую работу. Сейчас продолжается откачка колодцев. В целом вода из придомовых территорий ушла, поэтому наши спасатели, пожарные, просушивают дома, помогают откачивать воду из колодцев. Совместно с коллегами из Центра эпидемиологии проводится обеззараживание. Поэтому надеемся, что в ближайшие дни эта работа будет полностью завершена. Благодаря оперативности жителей и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Азовцам продолжают подвозить воду, дрова, вещи первой необходимости, помогают восстановить документы. С первых дней ситуацию на контроль взял глава региона. Ради Хабиров поручил оценить ущерб от паводка и выплатить компенсации. Выделят деньги и на восстановление поврежденных дорог. У нас более 200 человек уже обратились, более 100 человек уже получили финансовую помощь в
размере 10 тысяч рублей. Потом комиссия сейчас полностью почитает убытки, ущерб там в дворах, домах там, и так далее. Да? Поэтому почитаем и, соответственно, дополнительная финансовая помощь со стороны республики тоже будет оказана. Продолжают мониторить обстановку и с воздуха. МЧС в ожидании второй волны половодья, когда начнут интенсивно оттаивать крупные реки региона. Сейчас мы продолжаем мониторить низовье реки Белой. Кроме того, мы ожидаем небольшие подъемы. Это подъем рек Кама вместе с слиянием Белой. Это Нефтекамский, Краснокамский район. Также водохранилище республики работает в режиме наполнения. Также осуществляется контроль гидрологический. В деревне все так же функционирует оперативный штаб. Спецслужбы, местной власти, правительства держат руку на пульсе. Теперь жители могут выдохнуть, ведь знают, что не останутся с проблемой один на один. Рядом профессионалы своего дела, волонтеры и неравнодушные односельчане, которые всегда придут на помощь. Алия Альтубаева, Азат Ишбулатов, Роберт Влетбердин и Руслан Галямов. Итоги недели. Архангельский район. Связь – нерв войны. Без нее нет взаимодействия, а без взаимодействия нет победы. У связистов разной профессии – это телефонисты, радисты, линейные, надсмотрщики и телеграфисты. Но задача у всех общая. Они, словно невропатологи, выявляют неисправности и устраняют повреждения на линии. Тянут коммуникации до самой передовой. От их мужества и героизма порой зависит успех всех операций. На Краснолиманском направлении со связистами полка Башкортостан пообщался и наш корреспондент. Позывной Саид – дежурный на телефоне. В армии эту должность называют коротко – коммутаторщик. Саид в срочку не служил. В зоне проведения специальной военной операции освоил профессию связиста. По связи теперь, вот по интернету, вот это все уже я вот знаю, как все делать теперь, как можно. Дома этим я не владел, здесь научился уже. Получив сообщение об обрыве телефонной линии, позывной Палыч и его напарник выдвигаются устранять повреждения. В современном бою связь – самый важный элемент, поэтому линейщики круглосуточно несут службу. В первую очередь и самую главную очередь, чтобы линии постоянно работали. Это наша задача, это наша боевая задача, которую мы обязаны выполнять независимо ни от погодных условий, ни от того, стреляет сегодня противник, летает сегодня их дрон или не летает. Катушка оптоволоконного кабеля весит более 100 килограмм. Позывной «Малой», Радиф и Граф умело несут его по лесной тропе. При этом нельзя терять бдительность. В небе БПЛА противника под ногами могут оказаться не разорвавшиеся части кассетных боеприпасов. Устали? Вот ребятам, связистам, каждодневно приходится таскать вот такие бунты с оптиковолоконным кабелем километрами. Герои настоящие. Дойдя до нужной точки, позывной Радиф встает на охрану, наблюдать за небом. Меняемся обычно. Одни делают, другие прикрывают. Постоянно так, настороже. Иначе никак. Позывной Граф на передовой научился варить оптоволокно. Хрупкий материал требует особой аккуратности и специального оборудования. Оптика я здесь научился варить. А основные знания с гражданки, конечно, прошло. Кабель керамический, что ли, какой-то? Нет, стекло. Стекло? Да, обычное стекло. Хрупкий, наверное, кабель-то. Очень хрупкий. Хватит не с первого раза получается. Соединив кабель, парни начинают его тянуть, но и противник не дремлет. В небе птички. Пролетел. Оптоволоконная линия предназначена для высокоскоростного интернета. Данный вид связи помогает совершенствовать управление подразделениями. Несмотря на постоянную активность БПЛА противника, бойцы-связисты роты управления 31-го мотострелкового полка Башкортостан вырыли десятки километров траншеи, чтобы проложить кабель. Соединили штабы подразделений полка, ведь без связи нет управления. Рафик Ахмедшин, Краснолиманское направление специальной военной операции.
Вторичку под 6% годовых с 1 апреля можно будет купить и в Башкортостане. 14 городов республики попали в обновленную программу сельской ипотеки. Это те населенные пункты, где с начала 2025 года на стадии строительства находятся 2 и менее многоквартирных дома. В этом году вступили и новые правила использования материнского капитала при покупке жилья. Отныне нужен документ о пригодности дома для проживания. Подробнее расскажет Эмиль Басареев. Здесь у нас будет большая спальня, здесь далее детская просторная комната. Ксения Власкина практически полностью продумала будущую обстановку. О своем доме мечтала давно. И, наконец-то, решилась. Внимательно оценивала материалы отделки и развитость инфраструктуры. Для покупки планирует использовать материнский капитал. Мат-капитал – это колоссальная помощь, неоценимая при покупке коттеджа. И огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наши родители о таком даже не могли мечтать. То есть мы, родив маленькое чудо, можем его обеспечить достойным жильем. Дом 89 квадратных метров, что называется, со всеми удобствами. Просторная кухня-гостиная, 2 жилые комнаты, только и остается, что навести уют. Построили 13 домов, у нас всего 3 проекта, то есть 2 одноэтажных и 1 двухэтажный. Сначала работали проектировщики, все это согласовывалось по всем ГОСТом, СНИПом, и после этого уже вело строительство. Но прежде чем провести сделку купли-продажи, дом должна осмотреть межведомственная комиссия. Именно она и выдает заключение о пригодности жилья для проживания. Таковы новые правила использования мат-капитала, которые заработали с этого года. Проверку проводят сотрудники городской администрации, жилищной инспекции, пожарной охраны и других ведомств. Межведомственная комиссия вправе потребовать от заявителя заключение специализированной организации о техническом состоянии дома, о его пригодности для проживания. Это именно то, чтобы люди не покупали ветхие дома, дома аварийные, которые находятся в ненадлежащем, непригодном состоянии для эксплуатации, чтобы потом в процессе эксплуатации не возникли у молодой семьи, у семьи с детьми каких-то проблем. За 3 месяца только в Уфе поступило порядка 100 заявлений в комиссию, более половины из которых уже рассмотрели. Новые правила хоть несколько и усложнили процедуру купли-продажи, по задумке позволят пресекать трату средств господдержки на непригодную для проживания недвижимость. А вот другая поправка, наоборот, откроет для покупателей больше возможностей. Семейная ипотека под 6% наконец-то станет доступна на рынке вторичного жилья. В список вошли более 900 городов по всей стране, 14 из них в Башкортостане. Это те населенные пункты, где с начала 2025 года на стадии строительства находятся 2 и менее многоквартирных дома. Не вошли только Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск, Училы и Дюртюли. Это поддержка строительного комплекса в малых, средних городах Российской Федерации. У нас в конце прошлого года, в начале этого года идет стагнация по реализации первичного жилья. Это в том числе связано с тем, что на сегодняшний день не просто продается жилье на вторичном рынке. Соответственно, данная программа сможет стимулировать как раз-таки реализацию жилья уже ранее построенного, для того, чтобы жители в том числе приобретали новое жилье. Купить вторичное жилье по программе семейной ипотеки можно при соблюдении целого ряда условий. Есть определенные требования к домам. Это не старше 20 лет. То есть он построен 20, не более лет назад. И ни в коем случае не должен быть аварийным. Претендовать на семейную ипотеку на вторичное жилье могут также семьи, где ребеночку не старше 6 включительно, то есть 7 лет, 6 лет включительно, либо у них родился новый ребенок, либо ребенок, например, инвалид в семье есть. Несмотря на то, что выдача семейной ипотеки для покупки вторичного жилья начнется только с 1 апреля, крупнейшие банки страны уже начали прием заявок. Заемщиком может выступать один из родителей, не обязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. Например, близкими родственниками, супругами, братьями, сестрами. Раньше для жителей небольших населенных пунктов данная льготная ипотека была по сути недоступна. Теперь же у семей появляется больше возможностей, и значит не нужно покидать родной город ради обустройства семейного гнездышка. Эмиль Басареев, Вадим Исламов. Итоги недели. На несколько недель раньше срока в Башкортостане начались весенние полевые работы. На поля уже вышли аграрии Стерлитамакского и Илишевского районов. Коррективы в традиционные сроки опять же внесла погода. Столь ранний сезон стартовал благодаря ранней весне. Однако есть ряд технических нюансов при проведении полевых работ с техникой. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсуддинов.
Весенне-полевые аграрии хозяйства Агидель традиционно начали с подкормки растений. На поле пока один трактор, который посыпает удобрениями будущие корма для животных. Все по регламенту, кроме сроков. Работы начали непривычно рано, почти на 3 недели. Перепады между ночной и дневной температурой порядка 15 градусов. В условиях, когда днем воздух прогревается выше 10 по Цельсию, трактористы стараются как можно больше работы выполнить именно в утренние часы, пока земля более-менее твердая. Потом все начинает интенсивно оттаивать, и чтобы лишний раз не месить грязь, технику уводят с полей. Пока земля замерзшая, работаем до обеда. Все, потом домой. Снег тает с каждым днем, открывая перед аграриями новые участки для обработки. Следующий этап – закрытие влаги, после чего фермеры приступят непосредственно к севу. В хозяйстве следят за трендами рынка и подстраиваются в выборе культур, переходя на высокомаржинальные. В этом году собираемся сеять чечевицу 150 гектаров. Подсолнечник начали сеять 600 гектаров собираемся в этом году. Пшеницу нерентабельно сеять уже, но все равно, конечно, сеем. В прошлом году, по словам рабочих, посевную начали в конце апреля. В нынешнем сезоне планируют приступить к севу уже в 15 числах. Мы не можем природу контролировать. Земля поспеет, начнем сеять. Могут быть и заморозки. От этого никто не застрахован. Но если земля готова будет, уже сеять не будем сеять. С наступлением погожих дней одними из первых на поля вышли труженики сельхозпредприятия «Дружба» в Стерлитамакском районе. Аграрии приступили к азотной подкормке озимой пшеницы при помощи специального пневмохода-разбрасывателя. В прошлом году здесь была самая высокая урожайность зерновых, и в хозяйстве не намерены снижать планку. В ночной период, когда температура около 0, вносим по 200 килограммов аммиачной селитры. Далее будет после кучения проведена вторая подкормка, то есть мы вносим дробный азот. Но потом уже по погоде закрытие влаги и все остальное. На следующей неделе приступаем к протравке семян. Залог успешных полевых работ – подготовленная техника. Во всех хозяйствах рабочие вносят последние штрихи перед предстоящими смотрами, чтобы выйти на поля во всеоружии. В посевной будет задействовано на 250 почвообрабатывающих машин больше, чем годом ранее. Это более 17 тысяч агрегатов. Комплектование трактористами практически тоже завершено. В этом году именно вот по тракторам, очень много трактористов пришли на работу. Все энергонасыщенные трактора постараемся охватить двухсменной работой. Озимые сохранились в неплохом состоянии. Всего же в этом году планируют посеять 1,5 миллиона гектаров зерновых. Площади с техническими составят порядка 600 тысяч гектаров. Ожидается увеличение именно площадей с масличными культурами, с техническими культурами, как говорится, потому что спрос на них высокий. Они, как говорится, высокорентабельные культурами считаются. И у нас основная экспортная масса – это именно масложировая продукция. Поэтому спрос есть на переработку и на экспорт и поставку в другие регионы и страны. Стремительная весна не дала аграриям времени на раскачку. Важно выполнить все работы, сохранив необходимую влагу на полях для роста семян. По прогнозам, лето ожидается жарким. Впрочем, как не раз показывала практика, погода любит вносить свои коррективы. Поэтому сами фермеры прогнозы касаемо будущего урожая давать не рискуют. Артур Шамсудинов, Виктор Беренков, Дилия Махмутова и Иван Шабрин. Итоги недели. Об этом мне говорили с высоких трибун целых 13 лет. На этой неделе в Башкортостане рассмотрели возможность возрождения системы начального профессионального образования. Модель того, как это может быть реализовано, представили на выездном совещании Комитета Госдумы по просвещению. Оно было посвящено модернизации системы СПО. О том, как российские парламентарии изучали опыт Башкортостана на конкретных примерах, смотрите в репортаже Руслана Бутыргариева. Фиксируем. Увеличим угол. Входим в вену. Тема урока – внутривенные инъекции. Старшеклассники моделируют работу процедурного кабинета. В обновленных классах есть все, чтобы дать базовые знания будущим медикам. В 2023 году совместно с Башкирским медуниверситетом здесь создали предуниверсарий. Школа номер 1 профилируется на естественных науках. После капитального ремонта условия изменились везде. Очень много всего было закуплено дополнительно. Это, конечно, касается и реактивов. Мы выигрывали грант. У нас очень серьезно
серьезная цифровая лаборатория появилась, которую мы с ребятами будем осваивать. Это, конечно, дает нам большие возможности развиваться. Первая школа Стерлитамака распахнула свои двери после модернизации. Разделить радость с детьми и учителями приехали российские парламентарии. Видно, что в школе, да и вообще в республике большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, отметил депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов, отец того самого героя России Магомеда Нурбагандова. Автор фразы «Работайте, братья». Вот только что мы открывали школу, там начали мы с чего? Мы начали с гимна России, гимна Башкортостана, выносом знамени и флага нашей двери. Это тоже своего рода патриотическое воспитание. Учебное заведение в Стерлитамаке отремонтировали по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Она подразумевает не только обновление зданий и коммуникаций, но и формирование нового образовательного пространства с закупкой современного оборудования. Старт федеральной программы капитального ремонта школ был дан в 2022 году. За прошедший период Башкортостану удалось привлечь из федерального бюджета более 8 миллиардов рублей. На эти средства модернизировали почти 150 зданий школ. Со школьной скамьи начинается профориентация. Башкортостан стал площадкой для выездного совещания Комитета Госдумы по просвещению. Основная тема – опыт модернизации системы среднего профессионального образования республики с целью повышения эффективности подготовки кадров. О том, за счет чего в регионе удается укреплять систему СПО, гостям рассказал Ради Хабиров. Приходят молодые мальчишки, им 15-16 лет, девушки, и, конечно, мы должны им создать условия. Вот мы с этого начали. Мы очень рады, что принята по поручению президента программа модернизации профессиональных учреждений. Мы ждем уже решения принято, уже деньги будут поступать, мы придем к ремонту. Для себя мы уже 3 года назад приняли решение, что из бюджета республики мы по $500 миллиарда рублей направляем на развитие именно материальной базы. 92 колледжа и 5 вузов в Башкортостане готовят сегодня рабочие кадры. Благодаря активному участию в федеральном проекте «Профессионалитет» республике с 2022 года удалось модернизировать 14 колледжей. Башкирия прежде всех стартанула. И я об этом говорила, когда вы действительно начали с ремонта общежитий и тех зданий, в которых учатся ребята. В них должно быть приятно войти, ну согласитесь. В Башкортостане активно развивается целевое обучение. Ряд образовательных программ создаются конкретно под запрос работодателя. Активность проявляют и сами предприятия, организуя учебные центры и привлекая молодежь к рабочим профессиям. Один из ярких примеров – Уфимское моторостроительное производственное объединение. Это самый позитивный опыт, достойный распространения по всей Российской Федерации. Потому что то, что мы видели в Республике Башкортостан, как раз синергия усилий производственного объединения моторостроительного и органов государственной власти республики позволяет решить важнейшую задачу – обеспечение кадрами производства. Страна остро нуждается в кадрах, поэтому депутаты рассматривают возможность возрождения начального профессионального образования. Новая модель предполагает целевое бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Ее разработчики предлагают несколько вариантов обучения после окончания 9 класса. К примеру, если школьник не сдал ОГЭ, он получит возможность профессионального обучения на базе колледжа или учебного центра предприятия. Задача, она уже есть. Вернуть начальное профессиональное образование и развивать среднее профессиональное. Просто мы страну разворачиваем к этой проблеме, понимаете? Мы с вами сегодня говорили о том, какие успехи у Башкирии в этом направлении есть. И я глубоко убеждена, что если бы не заинтересованность главы республики, то, наверное, очень многих вопросов бы не удалось достичь. В Башкортостане есть что взять на карандаш, отметила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. И эти слова были адресованы прежде всего к тем, кто в формате ВКС принимал участие в совещании. На связи с Уфой были 84 региона России. Руслан Драгореев, Азат Ишбулатов, Артур Хуснуддинов и Родион Матвеев. Итоги недели. Поддержка специальной военной операции, обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства. Правительство Башкортостана отчиталось об итогах работы за прошлый год. Какие цели поставлены перед Кабмином на 2025, расскажет Даниль Байков.
Поддержка участников СВО и членов их семей – одно из ключевых направлений для всей республики. Свыше 40 мер помощи. На эти цели выделили более 13 миллиардов рублей в 2024-м. От санаторно-курортного лечения до льготной газификации. С начала боевых действий нашим воинам и жителям новых территорий отправили 146 гумконвоев. С вернувшимися бойцами в республике активно работают. По поручению Радия Хабирова запустили программу «Герои Башкортостана». Нацелена, чтобы в будущем подготовить управленцев для нашей республики. Это вклад в будущее республики. Меняется и медицина. Поликлиника в Кушнаренково, более 60 обновленных учреждений и сотни ФАПов. Модернизируют автопарк и оборудование внутри больниц и поликлиник. Растет и качество оказания помощи. Впервые в Башкортостане врачи Центра онкологии и гематологии начали проводить пересадку костного мозга. По количеству проведенных трансплантаций республика в лидерах среди регионов. Ожидает открытие и новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра в Уфе. Следующее направление – это наш кадровый состав. В прошлом году мы в нашу систему пришли плюс 314 врачей. Это для нас большое достижение. 280 миллионов рублей было направлено на выплаты нашим молодым специалистам по земскому фельдшеру, земскому доктору. Башкортостана в десятки регионов страны по созданию комфортной городской среды. Преображаются парки и скверы. Вместе с ними дворы и многоквартирные дома. На 4 миллиарда рублей реконструировали инженерные сети в разных частях региона. Таким образом, мы улучшаем условия для того, чтобы было как можно меньше аварий. В принципе, эту зиму мы прошли без больших аварий. Сфера обращения с отходами тоже на повестке дня. Созданы мусоросортировочные комплексы в Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах. В Стерлитамаке и Кумертау закрыли несанкционированные свалки. Нам нужна переработка. Да, с сортировкой мы молодцы, но у нас нет пока переработки, и вот есть к чему стремиться. Промышленное производство в 2024-м в регионе выросло на 5%. Его локомотивом являются обрабатывающие предприятия. Создается отрасль беспилотной авиации. Республика в лидерах по количеству кластеров, индустриальных и технопарков. Многие производства нацелены на импортозамещение. За последние 6 лет в Башкортостане наблюдается приток инвестиций. В прошлом году в экономику региона вложили свыше 780 миллиардов рублей. Глава республики поставил задачу перешагнуть этот показатель уже 800 миллиардов. Бюджет также пополнился дополнительными средствами за счет активов республики в ключевых предприятиях. У нас было повышение на 10%, почти 15 миллиардов мы собрали. Башкортостан становится все больше популярным и в сфере туризма. Растет количество глэмпингов, баз отдыха. Появились новые точки притяжения в Тишминском, Салаватском и Ишимбайском районах. У нас много других направлений. Это и сплавной туризм, и медицинский туризм, и научно-популярный туризм, и промышленный туризм. Несмотря на сложности, в сфере строительства в республике возвели свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Более 1000 человек расселили из аварийного фонда. Ипотечное льготное кредитование сократилось, поэтому это, конечно, добавило определенных сложностей в строительстве многоквартирного жилья, в частности. Но, тем не менее, новые программы поддержки, в том числе и ИЖС, которые сейчас сформированы в стране, плановую задачу в 3 миллиона 125 тысяч квадратных метров жилья преодолеть. Эксперты подчеркивают, правительство Башкортостана и лично Ради Хабиров проводит сбалансированную политику, уделяя внимание всем сферам. В завтрашний день мы заходим с пониманием, что мы можем качественно по-новому сформировать и позицию республики в экономике, в социальном аспекте. Башкортостан, как и в прошлые годы, намерен и дальше развивать связи с зарубежными странами. Один из ключевых партнеров сейчас – Китай, а это 25% внешнеторгового оборота. Дополнительную устойчивость республики придает и то, что ее экономика становится разносторонней, а не сырьевой. Даниль Байков, Азат Ишбулатов, Артур Хуснудинов, Булат Садриев. Итоги недели. Башкирская песня «Хамай» меньше чем за неделю стартовала мировым хитом. У нее миллионы просмотров в социальных сетях, а также первые строчки музыкальных чартов во многих странах. Трек создала молодая группа «Айюла». Ее участники на сцене уже не первый год, однако вместе выступать начали недавно. Трио планирует выпустить целый альбом по эпосу «Урал-Батыр». О том, что стоит за хитом, а также эксклюзивно фрагмент новой композиции в материале Полины Затолокиной.
Эти кадры известны уже далеко за пределами Башкортостана. Видео с девушкой, поющей про мифическую птицу Хумай, набрало огромную популярность в социальных сетях по всему миру. А в Уфе выступление уже можно было увидеть вживую перед матчами футбольного клуба «Уфа» и хоккейного Салавата Юлаева. Авторы хита, созданная меньше года назад группа «Айола». Как признаются участники, посещать спортивные события удается редко. Почти все время посвящают работе над проектом. Ответственность двойная. Это может понять только родитель. Когда ты с своим чадом выходишь на сцену, ты переживаешь не только за себя, а переживаешь за ребенка, а за ребенка ты переживаешь в десятерне, если есть такое слово. А это студия, место, где и создаются хиты. Участники группы трудятся здесь ежедневно, с утра и до глубокой ночи. Вокальная партия к треку «Хумай» записывалась именно на этом микрофоне. Голос, в том числе горловое пение, это один из главных инструментов композиции, говорят участники. Руслан Шихиддинов, также известный как диджей «Север», может сыграть практически на всем, за исключением, пожалуй, курая. За него, как и за тексты на башкирском языке, отвечает основатель этногруппы «Аргымак» Ринат Рамазанов. С моей стороны идея определенная, которая идет на основе эпоса «Урал-Батыр». И мы также работаем плотно с Дианой Кильдиной. Это Диана Пай, она 25 лет изучает эпос «Урал-Батыр». Каждый раз, когда, говорит, я его читаю, он открывается по-новому. То есть она дает некую расшифровку «Урал-Батыра», вытаскивая оттуда все основные смыслы. К 450-летнему юбилею Уфы дуэт отца и дочери написал гимн города. Рината Рамазанова пригласили исполнить партию «Курая». Сочетание электронной и этнической музыки понравилось всем настолько, что образовался новый коллектив. Если проводить анализ, то при запуске проекта у меня было 3500 подписчиков. Сейчас примерно за неделю-полторы их стало 107 тысяч. Очень много людей поддерживают, очень много пишут комментарии. В основном они все позитивные, очень хорошо поддержали в Казахстане. Прям вообще суперские ребята. В общем, мы на это рассчитывали, на такую популярность, но мы ее, наверное, так быстро не ожидали. Образ мифической птицы Хумай близок всем тюркским народам. Впрочем, трек полюбился слушателям не только из Центральной Азии. Группа уже получила отзывы от фанатов из Турции, Франции и даже Мексики. Там поклонники оживили птицу при помощи нейросетей. То, что написано в «Урал-Батыре», просто почитайте. Труд датируется 17 веком до нашей эры. И если вы вдумаетесь в эту цифру, вы поймете, что на Земле ничего не меняется. Ценности остаются теми же, прежними. Может быть, появились там телефоны, может, появились машины, но в жизни человека ничего не меняется. А когда это еще подкреплено родной землей, на этом и стоим. Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан. Сюда у группы запланированы ближайшие гастроли. А вот концерт в Уфе ждать еще не скоро. Трио хочет представить родной публике полный альбом, состоящий из 12 композиций. Пока выпущены только 2 сингла. В начале апреля ожидается релиз 3-го «Угес», лейтмотивом которого станет битва Урал-Батыра с быком. Полина Затолокина, Артур Хуснудинов, Аяз Хабибулин. Итоги недели. Уфа. Международный фестиваль балетного искусства, театральные премьеры и вручение премии «Золотая маска». Так ярко и бравурно в Башкортостане прошел Всемирный день театра. Немного истории. Первый спектакль в республике состоялся еще в 1772 году. А почти 100 лет спустя в Уфе построили и первое профессиональное здание для постановок. Сегодня в Башкортостане уже 17 государственных театров. О событиях из мира сцены расскажет моя коллега Нейлия Нуреева. Громкие овации не только на театральных помостках, но и в аэропорту. Обладатель престижной премии «Золотая маска» Айрат Ахмедшин вернулся в Уфу. В Бетховенском зале Большого театра Москвы актеру-кукольнику вручили именной фарфоровый слепок карнавальной маски с двуглавым орлом за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Думаю, как же эта награда нашла именно меня? Потому что кукольников-то много в России, понимаете?
а меня одного кукольника выделили вот этой премией. Конечно, я очень волновался, потому что в том списке были очень выдающиеся люди, всем известные люди нашей России, не только России, за рубежом. Айрат Ахметшин служит в Башкирском государственном театре кукол уже 58 лет. За его плечами более 200 ролей, многие из которых стали классикой кукольного театрального искусства. Новую жизнь подарили и самому театру. В 2023 году в нем провели полную реконструкцию, чтобы юные зрители приобщались к искусству еще больше. Сейчас задача после завершения реконструкции, конечно же, это наполнять смыслами, наполнять очень хорошими спектаклями, сильными, разножанровыми. У нас сейчас есть и большой зал, и малый зал. Есть у нас и для площадки для детских студий, еще и уличный театр. То есть вот сейчас театру дерзать и дерзать. Театр для зрителей начинается с вешалки, а для актеров с гримерки. Открыть завесу тайны решили артисты Русского драматического театра и перенесли свои гримерные в холл. Здесь шляпки, маски, грим. Все по-настоящему, чтобы каждый зритель смог не только посмотреть спектакль, но и окунуться в закулисную жизнь театра. Перед началом спектакля актеры подарили зрителям свои воспоминания о прошлых ролях, а также спели лирические песни и романсы. На спектакль они могут прийти в любое время практически и ходят по несколько раз, а именно, чтобы увидеть вот эту внутреннюю жизнь, это, мне кажется, было очень им интересно. Я решила сделать 3 добрых дела разом. 3? Любопытно. По словам актеров, их театр выбрал сам, и в нем точно нет случайных людей. Каждая роль – это маленькая жизнь и новая грань человека, будь то комедия или драма. Для меня театр – это один из инструментов работы над душой, над собой. Опять хорошо сказал. Да. Нет, ну действительно, здесь от роли к роли ты сам себя познаешь. Вновь вступил на родную сцену и Денис Захаров, уроженец Уфы, ныне премьер Большого театра. Первые шаги в балете состоялись именно на башкирской сцене. Будучи мальчиком, он исполнил танец арабчат в опере «Аида». Сегодня в качестве приглашенного артиста солирует на 25-м международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Возвращаясь к театру Уфимский и с тенденциями современного мира, я очень рад, что сохраняется некая любовь к традициям, а очень ответственная любовь к фольклору, к народным героям, произведениям. Это очень здорово. На фестиваль прибыли артисты ведущих театров России и были приятно удивлены башкирской сценой. Приятный театр. Я была удивлена, когда увидела зал. Сцена, она такая удобная и прыгучая, я бы сказала. Сцена легкая, она позволяет танцевать в удовольствие. Это очень приятно. Юбилейный международный фестиваль балетного искусства проходил в течение 10 дней. Артисты обменивались опытом, проводили мастер-классы и каждый вечер радовали зрителя. В афише были все основные главные балеты классические, которые Рудольф Нуреев танцевал по всему миру с триумфальным успехом. И была «Журавлиная песня», тот самый балет, который он увидел маленьким мальчиком здесь, в Аксаковском доме, и решил, что он пойдет в балет. Завершился фестиваль большим гала-концертом звезд балета, который никого не оставил равнодушным. Мне очень нравится уровень нашего балета. И я бывала в балетах других стран, и поэтому считаю, что мы на высоте. Поэтому мы всегда и ходим. Я тоже считаю, что у нас балет на высоте, на мировом уровне. Не просто мы говорим про Россию, а он на мировом уровне. Театр сегодня – это полный аншлаг на все спектакли. Это такая огромная радость. И для самих артистов это такой огромный стимул танцевать, петь. Театральная жизнь Уфы богата и разнообразна. В башкирской столице 8 государственных театров, которые с помощью своих постановок передают культурные ценности, социальные идеи, учат быть человеком, чувствовать и сопереживать, а вместе с тем сохранять и культурный код, ведь спектакли идут не только на русском, но и на башкирском и татарском языках. Наиля Нуреева, Шамиль Каримов, Виктор Миренков. Итоги недели. Салават Юлаев на минувшей неделе начал борьбу в плей-офф КХЛ. Первым соперником башкирской команды на пути к Кубку Гагарина стала Сибирь. В первом же матче серии на льду Уфа-арены Салават одержал разгромную победу. Итоговый счет встречи 7-0. На счету Александра Хмелевского дубль. Нейтан Тот заработал 4 очка. Может быть, на самом деле счет не отражает всей сути игры, потому что Сибирь хорошо играла, у них были моменты.
Мы просто вовремя воспользовались большинством, забили и сделали отрыв, и дальше уже просто играли по счетам, да, где-то просто продолжали играть в нашу систему. Мало кто ожидал, что во втором матче получится столь же результативная игра. Юлаевцы плохо начали и уже к 3-й минуте пропустили дважды. Однако развить успех Сибири не удалось. В дальнейшем шайбы влетали только в сетку ворот соперников Салавата. Уфимская команда отличилась 8 раз. Нападающий Скотт Уилсон стал вторым в истории плей-офф Кубка Гагарина игроком, набравшим 6 очков за матч. А Джоджо Лива 5 результативных передач. Итог 8-2 в пользу Салавата и уверенный 2-0 в серии. Соперники переезжают в Новосибирск, где встретятся уже 31 марта. Проигрывать 2-0 в начале тяжело, но мы команда, каждый проделал отличную работу сегодня, и мы, команда, с этим справились. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Чем запомнится нам эта неделя? Весна наступила стремительно и где-то даже вероломно. Паводковая ситуация продолжает оставаться в зоне особого внимания и контроля всех экстренных служб и уровней власти. И чрезвычайная ситуация в селе Азово Архангельского района, которая затопила впервые за 60 лет, наглядно показала их готовность к самому неожиданному повороту событий. В Башкирии по обыкновению активная движуха по всем направлениям. Тут и выездное заседание Комитета Госдумы России по просвещению и презентация масштабного проекта Музея кочевых цивилизаций вокруг мавзолея Турахана в Чишминском районе. Но на одной памятной дате я хотел бы остановиться отдельно и вас мысленно вернуть в те дни. Ровно 5 лет назад началась коронавирусная пандемия, и в России был объявлен тотальный ковидный карантин. Всего 5 лет, а как будто это было в прошлой жизни. Сегодняшние вызовы специальной военной операции – продолжение стресс-пятилетки. Вернемся в 2020 год. На российские и мировые просторы с далекого Китая стремительно врывается смертельно опасный вирус, который создал новую коронареальность. Он перевернул все сферы нашей жизни, от медицины и образования до экономики и простого человеческого общения. Поменял все планы, заставил по-новому взглянуть на себя и вытащить наружу скрытые резервы. Вместе с пандемией в наш лексикон вошли тогда новые слова, многие с военной выправкой. Удаленка, самоизоляция, вакцинация, красная зона, антивирусный фронт, передовая, штаб, госпитали, волонтеры и гуманитарная помощь. Это была чрезвычайная ситуация, полная неведомых доселе смертельных опасностей, и реакция власти тоже была чрезвычайная. Вся управленческая команда Башкортостана, система здравоохранения, образования и социальной защиты в кратчайшие сроки перешла на коронавирусные рельсы. У гражданского общества именно тогда нарисовались четкие контуры, а понятие «волонтер» обрело свой настоящий смысл. Ударными темпами практически в голом поле выросли инфекционные ковид-госпитали. Сначала под Уфой, в Зубово, а затем в Стерлитамаке для юга Башкортостана, Туймазак для западной части и Сибая для Зауралья. Наш опыт с модульными ковид-госпиталями вплоть до проектной документации был взят за образец и масштабирован на многие другие регионы России. Беспрецедентные меры поддержки, дополнительно к федеральным, руководство и правительство республики оказало секторам экономики и частного бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии. Мы взялись все за руки, чтобы не пропасть поодиночке. И это главный результат пандемии, которая стала проверкой на прочность всего нашего общества и административной системы. Путь от самоизоляции до иммунитета через вакцинацию был очень непростым, в несколько волн, и принес много тяжелых личных потерь, каждая из которых осталась рубцом в нашем сердце. Безусловно, это было время врачей, и мы отдавали должное их профессиональному мужеству. В кризисное время ковида проявлялись лучшие качества людей. Кто-то, рискуя собственным здоровьем и невзирая на усталость долгих смен, спасал жизни пациентов в ковид-госпиталях, красных зонах,
каретах скорой помощи и приемных покоях. Кто-то собирал и раздавал помощь тем, кто в ней нуждается. Оглядываясь назад, теперь можно констатировать, что сложнейший ковидный стресс-тест мы выдержали достойно. Это было время испытаний, которое, как лакмусовая бумага, показало нам, что по-настоящему важно и чем отличаются реальные ценности от придуманных, лишних или вообще чужих. И эта антиковидная закалка очень пригодилась нашему обществу уже в нынешнее пороховое настоящее. Всех с благословенным праздником Ураза Байрам, Дустар. Да не оставит нас Всевышний своими молитвами. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Но, как говорится, на Бога надейтесь, а сами не плашайте. Все будет хорошо.